Другие строительные работы, но не на земле, а под, ведутся на руднике «Удачный» в Мирнинском районе. На объекте устанавливают дробильно-конвейерный комплекс. Он позволит увеличить мощность рудника в 3,5 раза и должен стать основной транспортной артерией по выдаче руды на гора. Главные работы идут под землей на отметке минус 480 метров. Что уже готово и какие еще стоят задачи перед шахтостроителями, узнавала Анна Потах. Дробильно-конвейерный комплекс – объект немаленький. Для того, чтобы установить дробилку, строителям пришлось вырыть под землей камеру размером с пятиэтажный дом. Она почти готова. Завершенный монтаж крана для сбора металлоконструкции ДКК. Последующим этапом будет монтаж металлоконструкции и непосредственно оборудование дробилки. Данные работы выполняет строительный трест «Алмаз-Техмонтаж». В камере будет расположено более 200 тонн оборудования, непосредственно дробилка, питатели, металлоулавливатели. Такую камеру шахтостроительный трест строит впервые. Без трудностей не обошлось. К месту стройки подступали подземные воды. Проблему решили, пробурив сеть скважин. Примерно в километре от дробильной установки находится магистральный конвейерный квершлаг. Сюда после дробления по ленте будет попадать измельченная руда. Дальше по скиповому стволу породу поднимут на гора. Выработка пройдена, закреплена. Непосредственно мы находимся на приводной головке. То есть основное оборудование смонтировано. Осталось соединять привода. Футировка барабана занимается, сейчас АТМ в принципе заканчивает. Работы по строительству дробильно-конвейерного комплекса планируют закончить в апреле. Дальше начнутся пусконаладочные работы. После того, как установка заработает, «Удачный» выдаст на гора 1,5 миллиона тонн руды в год. На горизонте уже будет минимум задействовано техники, то есть необходимость самосвалов отпадает, потому что тут будет стоять конвейер более высокопроизводительный, то есть не надо уже самоходную технику в таком количестве держать. Там самоход нужен будет только для того, чтобы от места производства взрывных работ доставить до основных рудоспусков. Для выхода подземного рудника на проектную мощность одного дробильного комплекса недостаточно. В 2017-м шахтостроители построят еще один. И тогда на «Удачном» смогут добывать 4 миллиона тонн руды в год.